Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Усиление ветра прогнозируют синоптики сразу в нескольких районах Якутии. Это нововведение значительно экономит время. В Алмаз-Дор-Трансе автоматизировали диспетчерскую службу. В Якутии выявили сильнейшую женскую команду по волейболу. Сборная какого района показала лучший результат? В России создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса, но и его количество. Это дает представление о вирусной нагрузке инфицированного. С помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК COVID-19 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носа и рота, глотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах. В настоящее время разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного свидетельства в России. Отметим, что себестоимость теста на уровне стандартной ПЦР, уточнили специалисты Роспотребнадзора. Уровень безработицы в большинстве регионов России к январю вырос и составил в целом по стране почти 6%. Эта цифра на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Туве. По мнению специалистов, на рост безработицы оказал влияние кризис, вызванный пандемией коронавируса. Ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий. Таким образом, с ноября прошлого года по январь текущего, согласно данным Росстата, численность безработных составила 4 миллиарда 46 миллионов человек. А для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ. В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта. Согласно ей, вычет может получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться также на усыновленных и подопечных. Как считают депутаты, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. Согласно законопроекту, максимальная сумма оздоровительного вычета может составить около 15 тысяч рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг которых можно будет рассчитывать на этот вычет. Усиление ветра прогнозируют синоптики сегодня на территории 6 районов, расположенных на юго-западе и юге республики. В Алданском и Нерюнгринском районах ожидается снегопад, местами сильный, а скорость ветра в порывах будет достигать 18-23 метров в секунду. В Ленском, Алекминском, Мернинском и Сунтарском районах ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-17 метров в секунду. Схожие порывы ветра днем возможны и в центральных районах. А в Иркутской области спасатели эвакуировали туристическую группу из 12 человек. Они оказались на льду озера Байкал, вблизи острова Огой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По информации ведомства, из-за непогоды группа пеших туристов не смогла самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта. В ожидании помощи люди укрывались от штормового ветра в палатках. Прибывшие на место спасатели эвакуировали туристов со льда озера небольшими группами в безопасное место на берегу залива Куркут. Наиболее сложная ситуация сложилась в акватории озера Байкал в проливе Малое море, где порывы ветра достигали 35 метров в секунду. На переправе Якутск-Нижний Бестях планируют снизить грузоподъемность с 26 марта. Запретят проезд для транспорта весом более 30 тонн. Также с 1 апреля начинается поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ через реку Вилюй на одноименной дороге и через реку Алдан на трассе Колыма. С 15 апреля все ледовые переправы дорог Вилюй и Колыма будут закрыты для проезда всех видов транспорта. Водителям настоятельно рекомендуют не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования дорожных знаков. В Алмаз-Дор-Трансе автоматизировали диспетчерскую службу. Теперь сотрудники экономят время на выпуске водителей. Путевые листы с заданием на день выписывают буквально за минуту, хотя раньше уходило до 5. Подробности в материале наших коллег.
Без лишних бумаг и писанины. Теперь, чтобы отправить транспорт на линию, нужно только считать личные данные водителя с его карточки. Они тут же отобразятся в программе. Обратно карточку водитель получит с путевым листом. Его теперь не заполняют вручную, распечатывают с программы. Процесс автоматизировали. Из онлайн-разнарядки выходит путевой лист уже в готовом виде, то есть гаражном, с документами водителя, с заданием. Мы с помощью нашего штрих-кода теперь узнаем по штрих-коду, совпадает штрих-код с стоящим перед нами водителем. Также штрих-кодим путевой лист, и все, и путевой лист начинает свою работу вместе с водителем. Раньше выдача путевого листа занимала 3 минуты, сейчас не более 1. Облегчает труд диспетчера. Все данные перед выпуском водителей на маршрут уже в программе. Ее формируют в службе перевозок. Вот основной рабочий экран, на нем отображаются заявки, поступающие от клиентов. В прямом режиме видим саму заявку, видим категорию автотранспорта. Здесь мы из общего списка указанного справочника выбираем нужный нам автомобиль. Также из общего справочника выбираем нам нужного водителя. Автоматизация минимизирует ошибки в назначении транспорта. Раньше поступившие заявки старший диспетчер вносил в таблицу Excel. Далее линейный диспетчер опять вручную заполнял свою похожую таблицу. Могли быть неточности, дублировались функции. Сейчас с заявками работает только 1 человек, а отметку о выполнении задания водитель делает у заказчика не на путевом листе, а в специальном приложении. Клиент вправе поставить любую оценку от своих каких-то мыслей, мнений, начиная от состояния транспорта, от поведения водителя. То есть он все это может оценить и описать в комментариях. Благодаря этому приложению данные, опять же, без справок, уже экономия бумаги как минимум, попадает в систему СГ2, и обработчик, заходя в обработку путевого листа уже с данного, все эти данные видит. Для диспетчерско-почасового транспорта автоматизация выпуска – событие долгожданное. Рейсовых водителей давно отправляет на маршрут программа. Когда она будет полностью отработана и для почасовиков, на предприятии рассчитывают увидеть экономию времени и освобождение сотрудников от лишней работы. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На Байкале ввели в эксплуатацию нейтринный телескоп Байкал-GVD. Главными задачами установки являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Телескоп установлен на расстоянии 3,5 километров от берега на глубине от 750 до 1300 метров в южной котловине Байкала. Я просто цифры приведу. Длина пробега фотонами, то, что мы там действительно регистрируем, здесь 20 метров, а в Айскибе 4. И это существенно, потому что там нужно ставить эти датчики поближе, либо вы потеряете информацию. Байкальская вода очень прозрачная. Ну, на самом деле, чуть-чуть она проигрывает Адриатике именно вот по этому параметру. Это не означает, что она грязная, а просто состав воды немножко другой. Там чуть-чуть побольше, но не существенно. То есть в этом смысле, что Байкал, что Адриатика, это тоже, а с точки зрения развертывания здесь гораздо удобнее. Наука является одним из драйверов развития территорий. И мы сегодня знаем с вами, что проблема всех регионов или многих состоит в том, что молодежь выбирает в качестве места жительства крупные агломерации, столичные, университеты, города. Что необходимо сделать для того, чтобы молодежь оставалась в регионах? Необходимо развивать университеты, вот такие реализовывать крупные проекты, как мы здесь видим на Иркутской земле. И тогда и выпускники школ, и выпускники университетов, и студенты, которые участвуют, не чувствуют этих расстояний. Из оборота в России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах. Об этом говорится в документах Евразийской экономической комиссии. Так, продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность. Пока нововведение находится на стадии эксперимента, и требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мечах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов. В Якутске завершился чемпионат республики по волейболу среди женских команд первой лиги. Всего участие в соревнованиях приняли 6 сборных из районов республики. Это Мирнинский, Усть-Алданский, Алекминский, Амгинский, Чурапчинский, а также команда города Якутска.
Сильнейшими волейболистками региона стали девушки из Мирного. Как проходил турнир, знает Сарглан Неустроева. Шесть команд, 5 районов и не право на ошибку. В этом году чемпионат республики по волейболу – это первые соревнования за долгий период. Приходить в форму девушкам пришлось в очень сжатые сроки. Подготовка очень тяжело давалась. Естественно, сейчас сказывается волнение. Первые официальные крупные соревнования после долгого перерыва. Тренироваться практически всем негде было. За неделю, за две до чемпионата опустили в спортивные залы. Я думаю, это у всех команд так. По ходу чемпионата команда набирает. Девчонки стали увереннее себя чувствовать и в защите больше страхуют. И самое главное, стали играть наглее в нападении. Тем не менее, каждая из команд была в равных условиях. Однако самый лучший результат традиционно показали волейболистки из Амгинского района. Именно они стали главными соперницами для еще одной лидирующей команды города Якутска. В прошлом году они должны были участвовать в открытом чемпионате Хабаровска, но по понятным причинам участие в нем пришлось отложить. Настрой хороший, выиграть, победить. Конечно, девчонки стараемся. Ну, вот этот перерыв, сами знаете, ну, все в равных условиях, конечно, да, то, что пандемия. Ну, мяч круглый. Что можно сказать? Кому повезет, тому повезет. Но все настроены играть, выигрывать. Самое главное не ругаться на площадке. Поэтому мы стараемся этого избегать, быть, наоборот, на позитиве. Впереди у спортсменок еще один чемпионат. На этот раз в 5-й летней спартакиаде России среди молодежи. Впервые второй этап по волейболу пройдет в городе Якутске и стартует уже в апреле. И приедут молодежные команды примерно 8 регионов Дальнего Востока. Почти полмесяца будем соревноваться и среди девушек, и среди юниоров. Тем временем еще до оглашения результатов стало известно, за золото поборются 3 команды – сборные Якутска, Амгинского и Мирницкого районов. Именно они показали самые высокие результаты. Сарглана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.